Смотрите в этом выпуске. Поддержка многодетных. 240 семей в Якутске смогут получить земельные участки по ДЖС уже в этом году. Оборот средств в сфере общественного питания растет. Мерлинский район в этом показателе вышел на 3-е место по республике. Весной забирают, а с наступлением холодов выкидывают на улицу. Собачий приют «Надежда» в Алдане рассказал о причинах большого количества бродячих животных. Добрый день. Вы смотрите новости в прямом эфире на Якутия-24. В студии работает Василий Раченко. На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 миллиардов рублей. Глава Кабинета министров Дмитрий Медведев добавил, что индексация коснется примерно 4 миллионов человек. Он уточнил, что это делается каждый год, и в документе утверждается размер коэффициента, на который повышаются пенсии. С 1 апреля его размер составит 1,29. Кроме того, по словам премьер-министра, будут повышены и другие выплаты, размер которых зависит от уровня индексации социальных пенсий. В результате индексации, по данным Минтруда, средний размер социальной пенсии увеличится на 255 рублей. В 2018 году земельные участки под ИЖС могут получить 240 семей Якутска. Это земли в районе села Кельдянцы, селах Тулагина и Хатасы, а также в квартале Северный и микрорайоне Маган. По информации Департамента имущественных и земельных отношений Якутска, на сегодняшний день в очереди на получение земельного участка состоит 5106 семей города. В прошлом году своим правом могли воспользоваться 155 семей, которые получили участки по Намскому тракту в квартале Северный и селе Тулагина. Жильцы улицы Дежнева в Усть-Мае продолжают жить в окружении фекального озера. Несмотря на то, что спецтехника убирает накопившийся грязный лед, дом находится в окружении канализационных стоков. В ситуации попробовали разобраться наши корреспонденты. Несмотря на то, что еще неделю назад здесь работал бульдозер, который вскрыл почти до грунта грязный лед, сейчас здесь по-прежнему все залито сливными водами. 12-квартирный двухэтажный деревянный дом 1976 года постройки, словно остров, окружен ледовым пока полем. Я в этом доме живу уже, можно сказать, больше 10 лет. И вот этот первый год такое безобразие. Ходили мы, бились во все инстанции. И к Проскурину, и к Исаеву, и к кому мы только не ходили. И в суд мы подавали. У нас дома уже начался грибок. Расселять нас сказали в 2018 году. Жильцы дома, кроме неприятного запаха в квартирах, испытывают сложности при входе-выходе из дома. У меня ребенок, тем более, инвалид. Вчера муж у меня ребенка вообще на руках выносил, потому что в подъезде вода стояла выше щиколотки, потому что невозможно выйти было. Просто-напросто у меня уже слов никаких нету. Работники компании «Персей» ведут работы по оттайке трубопровода самотечной канализации, но, похоже, дело движется медленно. Днем оттаяли, ночью снова замерзло. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы на системе водоотведения. По мере завершения этих работ, когда мы восстановим работоспособность этого дома, будут проведены работы по удалению наледей. Одним из вариантов решения проблемы этого дома мы рассматриваем в том числе и расселение этого дома. На данный момент для нас приоритетной задачей является именно сохранение этого дома. Хочется верить, что до наступления тепла очистные работы будут закончены. Люди вздохнут спокойно и смогут беспрепятственно передвигаться по придомовой территории. Светлана Поцелуева, Артур Старостин, Усть-Нера. Сезон дачи отпусков – время тревожного ожидания для сотрудников собачьего приюта «Надежда» в Алдане. Как показывает практика, весной и летом собак разбирают охотно, а вот осенью стаи бродячих животных растут. Многие берут четвероногих друзей для охраны или походов в лес, а с наступлением холодов питомцев отправляют на улицу. Продолжение темы в сюжете Татьяны Вахниной. Такса-малышка к незнакомым относится настороженно. Вдруг опасность угрожает ее месячной дочке. В собачий приют малышку привел бывший хозяин. Это редкий случай, когда оставшим ненужным животным проявляется какая-то забота. Сегодня в «Надежде» содержится более полусотни собак. Крупные и мелкие, пушистые, гладкошерстные, старые и молодые друзья человека чаще попадают сюда с улицы. Многим собачкам удается найти дом. Весной, в принципе, постоянно берут то где-то на даче. Где-то дома начинают строить, все равно
Весной лучше берут все равно собак. Приближающаяся весна – пора тревог для работников приюта. Их подопечных разбирают интенсивно. Каждый раз, когда собачка уходит с новым хозяином, радость сотрудников омрачается мыслями невеселыми. На лето четвероногих охотно берут дачники для охраны. Когда урожай собран, собака становится ненужной. Осенью число бездомных животных возрастает. Как бы стомара неоднократно забирали, как бы, ну, там стаи осенью образовываются. Ну, люди оставляют там, не знаю по какой причине. Но это не есть хорошо. Полуголодные скитания по улицам, отлов, карантин и длительное лечение, затем найденный дом. А спустя какое-то время собака вновь оказывается на помойке. Подобная участь порой постигает четвероногих. Примеров жестокости и равнодушия человеческого сотрудники приюта приведут немало. И не только даже вот в этом плане, что сезонно собаку берут. И собаку берут просто дома, поиграли, собака выросла, она уже никуда, то есть много ест, то есть некуда. И они ее просто-напросто не привозят в приют, а просто выкидывают на улицу. Или даже переезжают в какой-то город, просто тоже так же выкидывают на улицу. Работники приюта призывают помнить о том, что собака – животное не сезонное. Прежде чем принять в дом четвероногого друга, необходимо взвесить собственные силы и осознать меру ответственности. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Более 160 килограммов санкционных груш изъяли у продавца в Якутске. Россельхознадзор провел сегодня контрольные мероприятия по выявлению санкционного продукта на одной из продовольственных баз столицы. Груши из Польши были обнаружены у гражданина Узбекистана. Всего 15 ящиков весом 164 килограмма. Изъятые фрукты увезли на городскую свалку и уничтожили. Напомним, что с 2015 года в стране действует закон, по которому вся незаконная продукция должна быть уничтожена. За это время в республике был зафиксирован 41 случай подобного нарушения. У нас в основном занимаются выходцы из Узбекистана, которым отправляют с города Москвы или там из других регионов нашей страны автомашинами. Через Республику Беларусь, может быть. Но это мы не устанавливаем, потому что они вот между ящиками нормальной продукции прячут те, которые санкционные продукции. В этом году это 4-й случай. Мы постоянно следим за перемещением груза из-за территории республики и постоянно выявляем. Но в этом году их мало. Федеральная сетевая компания «Единая энергетическая система» увеличила мощность двух подстанций Якутии, а именно трубопровода «Восточная Сибирь» Тихий океан. Это создаст условия для увеличения объемов перекачки нефти на участке трубопровода по территории Якутия и Амурской области. Энергокомпания поэтапно строит инфраструктуру для внешнего электроснабжения объектов ВСТО на территории Дальнего Востока. Завершить работы по внешнему электроснабжению планируется в течение 2019 года. В зону обслуживания магистральных сетей Востока входит 5 субъектов Дальневосточного федерального округа с населением свыше 5 миллионов человек. Бесперебойное снабжение алмазодобывающей отрасли – основная задача специалистов управления материально-технического снабжения. Это подразделение «Алроса» имеет свои отделения в нескольких городах России, но самым важным и стратегическим является Усть-Кутский филиал. Именно через него идет основной грузопоток. С наступлением весны там уже начали подготовку к навигации. Подробнее расскажут мои коллеги. Усть-Кутское отделение ОМТС работает в круглогодичном режиме. Через этот пункт в верховьях Лены идет основной поток груза в адрес алмазодобытчиков. Пока на улице снег, база служит перевалочным пунктом для Зимника и Алмаздортранса. Удачное расположение объекта компании делает его конкурентным и привлекательным не только для снабжения подразделения «Алроса», но и для сторонних организаций. Возможности прекрасные, потому что находимся за городом. Крупногабаритные вещи беспроблемно перегружаем, потому что другие причалы не могут вывести из города. Их мощности позволяют достаточно большой объем груза перерабатывать. Мало кто знает, что у «Алроса» имеется собственная железная дорога и локомотив с вагонами. Подвижные составы значительно ускоряют работу в разгар навигации. Те предприятия, которые не имеют свой локомотив, ждут, пока им кто-то подаст, кто-то уберет, что-то переставит. У нас есть возможность, мы в легкую перерабатываем, в зависимости от грузов, какие груза, свои вагоны. То есть 10 вагонов одновременно можем ставить у причальной стенки, перерабатывать, производить маневровые работы, после этого ставить дополнительные другие вагоны.
также сдаем и забираем новые вагоны со станции. В апреле в Усть-Кутском отделении УМТС планируют модернизацию. Будет построена дополнительная площадка для приема груза с мощным краном, что повысит эффективность работы и принесет существенную экономию. Тем самым, значит, мы уйдем от переработки на других причалах, и весь технический груз, который будет идти дорожным автомобильным транспортом для подразделения акционерной компании, будет перерабатываться через отделение, Усть-Кутское отделение УМТС. Тем самым мы существенно сокращаем затраты по завозу груза для акционерной компании «Алроса». Совсем скоро базу начнут готовить к напряженным условиям навигации. Работа здесь будет идти в 3 смены, не прекращаясь ни на минуту, и так на протяжении десятилетий. Процесс отлажен настолько, что даже в условиях обмеления Лены снабженцы справляются со своими задачами на отлично. Роман Муконин, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». Оборот средств в сфере общественного питания растет. Мирнинский район, к примеру, вышел на 3-е место по республике в этой позиции. Количество денег, потраченных жителями в кафе и ресторанах, измеряется уже даже не миллионами, а миллиардом рублей. С чем это связано, разбиралась Марфа Яковлева. За прошлый год жители Мирнинского района в столовых, кафе и ресторанах оставили почти миллиард рублей. И таких мест немало. Сейчас в Алмазной провинции работает более 80 пунктов общественного питания. Район вышел на 3-е место по обороту денег в сфере общепита в республике. Такие цифры озвучили на совещании в администрации. К слову, достигнуть их удалось не без помощи районных властей. Были оказаны субсидии у нас на создание собственного дела индивидуальным предпринимателям в Айхале, в Мирном. В том числе мы поддерживали дали субсидии по 1 миллиону рублей безвозмездно на организацию отдыха и развлечений учреждений в городе Мирном, на организацию общественного питания, на бытовые услуги, парикмахерская, это в городе Мирном, и на дополнительное образование взрослых и детей. Товарооборот в регионе растет во многом благодаря предпринимателям. Это результат поручения президента страны – помочь развитию малого и среднего бизнеса в моногородах. Так, по данным Федеральной корпорации развития предпринимательства, в Мирном отмечен рост закупок в этом году. Мы посмотрели поставщиков субъектов МСП в целом, те, кто участвовали в закупках 2016-2017 года, и увидели очень большой рост выручки у них. Даже если предприниматель впервые участвует в закупках или не впервые, это совершенно точно приводит к тому, что прибыль ваша растет. Среди крупных компаний на территории республики лидером по закупкам остается «Алроса». И на совещании обсудили важность вовлечения предпринимателей района в деятельность недропользователей. Если мы говорим про субъекты малого и среднего бизнеса, которые только участвуют в закупках и куда не допускаются крупные предприятия, то при нормативе 10% у нас выполнение составляет 26% от общего объема. То есть мы также здесь стараемся все эти нормативы соблюдать, и, как показывают цифры, мы их перевыполняем. Сегодня районные власти работают над программой поддержки предпринимательства на 2018-2020 годы. По их словам, ее внедрение должно вывести частный бизнес района на новый уровень экономического развития. Марфа Яковлева, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Стартовал совместный проект 3 вузов Якутии в Горном районе. Встреча объединенного коллектива ЕГСХ, АГИКИ и ЧИВКИС со старшеклассниками УЛУСа прошла в центре района в селе Бердигистях. Основной целью встречи стало профориентирование и консультативная помощь обучающимся в выборе будущей профессии. В рамках тура проведены профориентирование, консультации по подготовке к ЕГЭ, а также рассказали о правилах приема и подачи документов. Проект охватил более 100 выпускников, и по результатам семинара ректоры и глава Горного района подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Программой образования плюс культура ездим уже 10-й район, вот Горный район. В основном ребят интересуют такие вопросы, как трудоустройство после окончания учебы, вопросы общежития, куда поступить, куда жить, вопросы стипендий, сколько получают, какие виды стипендий получают. Бывают такие вопросы по поступлению. Например, у нас есть новые программы среднего профессионального образования. Планируется еще открытие новых специальностей.
Плановая вакцинация против гриппа началась в Мирнинском районе. Прививки, однако, ставят не людям, а птицам. На данный момент ветеринарами вакцинировано 500 перепелов, принадлежащих индивидуальному предпринимателю из поселка Березовый. Через 28 дней будет проведен второй этап работы – взятие крови для мониторинга на проверку поствакционного иммунитета у птиц. Лаборатория «Мониторинг гриппа птиц» – это комплекс лабораторно-диагностических исследований по выявлению циркулирующих на территории России штампов вируса гриппа птиц. Он проводится на всей территории нашей страны. А на этом у меня все. Мы следим за развитием событий. И еще больше актуальной информации вы найдете на нашем сайте yak24.ru. Спасибо за внимание и до встречи на Якутия 24.